Здравствуйте, меня зовут Олег Желунин, я журналист. Мы продолжаем рассказ о историческом прошлом города Якутска. И, и это происходит в день города. Ну а теперь прошу вас, продолжаем. Это второй этаж Надвратной башни. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Антон Андреевич. Антон Андреевич. Антон Андреевич. А дальше? Антон Андреевич Шинкаренко. Вот. Вы? Я реставратор памятников деревянного каменного зодчества. Сегодня, в честь Дня города, я здесь провожу экскурсии. И что вы можете нам рассказать? Вот, второй этаж башни, он посвящен истории, собственно, самого оборонного комплекса Якутской крепости. И мы стоим прямо перед замечательно сделанным макетом самой Якутской цитадели и острога вокруг нее. Это вот это, да? Да, это последний острог 1686 года. А может тогда спросить, ну, для меня казалось, а почему... Почему Каза- стены две? Да, две. Вот, потому что так же, в общем-то, как и любой город вокруг крепости, также Москва развилась она точно так же. Поставили цитадель. Вокруг цитадели вырос посад. Посад тоже надо защищать. Посад огородили, собственно, острогом чистокольной крепости. Потом за чистокольной крепостью еще дальше шел посад. И так бы Якутск и оставался, и стал бы похож на Москву. Тоже радиально кольцевой. Кстати, хотел подсказать, сегодня день Москвы, в принципе, ну, Одновременно. да, и поэтому Москва и Якутск, они в один день родились. Повезло. Ну, вот смотрим, да? Вот. Якутск развивался очень интересно. У него было таких как бы кольцевых центра 3. Да, ну, не 3, 2, вернее сказать. Значит, это, собственно, Якутская цитадель. И монастырь, он где-то здесь. Чуть сложно найти на этой карте. Ну, она более молодая, да? Это 1770 года карта. А там... А это то же время примерно. Понятно. То есть острог вот он, какой он на макете, он здесь такой же и показан. И вот видно, что вот сама крепость комплексом построек. Вокруг крепости тоже постройки, и они тоже защищены кругом из стены. И вот наш город не стал, так сказать, радиально кольцевой из-за двух одновременно развивавшихся центров такого строительства. Из-за чего два круга наложились друг на друга, и город приобрел удобную плиточную структуру. Вот. А если смотреть вот эти вот картины, да? Это вот, он же, тут видно, вот она, это чистокольная стена. Это самый последний острог, четвертый раз перенесенный. Первый острог, построенный Петром Бекетовым, был на другом берегу, ну это все знают. Он по другому берегу переносился еще один раз. Его там тоже смыло. После чего его перенесли уже на этот берег, где-то в район площади Марата. Здесь вот, кстати, это еще один план этой же крепости, их тут много. Вот. И когда третью крепость тоже стала затапливать и сносить, стал очередной вопрос о переносе. Было как минимум два проекта, куда переносить крепость. Либо куда-то неподалеку, ее бы тогда снова смыло, или совсем далеко под город Чучур-Муран, где примерно сейчас стоит культурный центр. Острог туда никогда не был перенесен, потому что это ужасно неудобное место, далеко от реки. А можно спросить, вот, в чем ценность вот этих башен? То есть они действительно защищали или это все-таки... Да, их строили серьезно, они предназначались для защиты, но четвертая, ну, собственно, последняя крепость, она уже ни разу врагом не осаждалась. Якутск был один раз осажден на раннем этапе,
Ну, сама крепость, я имею в виду. А Вот. кем? Вот. На раннем этапе Якутск осаждала огромная орда якутов. Насколько я смог узнать из источников, около 7 тысяч человек. По нашей тайге это ужасно огромное количество в то время против чуть меньше сотни казаков. А потом уже Якутск еще раз вставал на боевое дежурство, когда была угроза примерно с территории Китая, тоже кто-то мог напасть. И после этого сама крепость уже больше на боевом дежурстве не стояла. И последний раз Якутск был осажден уже в годы гражданской войны, но осажден был город, а крепость уже в то время была в состоянии разрушения, о чем упоминают А можно вот показать? архитекторы. Вот здесь это уже современный, да? Нет, это, опять же, это дореволюционные фотографии. Вот это уже фотография где-то 60-х годов. Мне сказали, тут не написано, к сожалению. А вот это там когда эта башня она стояла на своем месте, и сейчас получить дружбу народов, по той карте 1770 года очень легко привязывать Якутск того времени и Якутску современному. Потому что там, в принципе, хорошо видно, где сейчас располагаются улицы, благодаря тому, что сам Сухой Лог не поменял своего местоположения. И в целом видно, даже вот по картам хорошо видно. А вот это вот там фотография, вот кто это там? Фотография. Чья? Вот я имею в виду, вот это Это первый мэр города или как? якутский губернатор, но не первый. Это Иван Петрович Крафт. По-нашему это означает первый губернатор, да, а по-нашему, по-современному глава республики, Ну, что-то такое, да? что-то вроде. И хотелось бы узнать, раз вы из реставратора, вот у нас, в чем сущность вот этой башни? В которой мы, собственно, сейчас-то стоим. Нет, ну вот я про укрепления, которые вот показаны на карте. Почему именно вот так делали? Ну, это делалось, во-первых, там, вот, например, вот здесь вот, это еще и была и небольшая часовенка. Во-вторых, под ворота можно было стрелять, тоже здесь с балкона видно. Ага. Ну это понятно, я вот на входе. Отверстие, да, но есть. Здесь с балкона, вот. давайте зайдем с балкона, посмотрим. Но прямо заходить на него не рекомендуется, потому что башня, она очень сейчас неустойчивая. Это именно балкон неустойчивый. Ага. Вот это отверстие, тоже бойница. То есть можно было вести прицельный Да. огонь. Прямо на голову врагу. И теперь вот, заканчивая наше движение, рассказ о макете, насколько вот этот макет, ну так скажем, не придуманный, он точен. Ну, он вполне... У него действительно высокая точность. То есть его можно считать за достоверный. Достоверный макет. Единственное, чего здесь, конечно, не сделано, это маленькие всякие внутрикрепостные постройки, но это так, не служит на красоту. И как можно приходить к вам и смотреть? Когда? Вроде бы, насколько я знаю, башня она открыта достаточно часто и бесплатно. Спасибо.